Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Шанс на пороге. Какой шанс вам скоро выпадет? Загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком долго. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе. Центральная фигурка — это ваша фигурка. Так, мои хорошие, какой же шанс у вас на пороге? Какой шанс вам скоро выпадет? Так, ну первый шанс — это чего-то добиться. Причем здесь вы добьетесь именно своей головой, своей смекалкой, своим умом, своей логикой. Понимаете, опираясь на свою голову, на свой ум, вы просто проламываете какую-то непроходимую железобетонную стену, понимаете, просто сносите, там, силой мысли ее сносите. Там, где другим отказ идет, причем такой тотальный, да, всем отказывают, никого не пропускают, вы вот просто подойдете, так пристально посмотрите, и вам так и скажут: ой, а вы проходите, а вам, конечно же, да. Слушайте, это фурор, особенно среди тех, кто вас знает. Здесь люди, я не знаю, приходить будут, посмотреть на вас, что вы за уникальное создание такое. Ни у кого не получилось, а у вас получилось. Девушки, мужчины, у всех своя ситуация. Поэтому опирайтесь именно на свою жизненную ситуацию. Тут накидывать варианты я даже предположить не могу, что это. Я просто вижу картинку, когда под вашим пристальным взглядом, благодаря вашей светлой голове, большой светлой голове, рушится просто вот в труху, рушится какая-то огромная стена. И люди, которые вот вас знают, вас окружают, они все просто, рты открыли от удивления, да, чуть ли не молятся на вас. Да, потому что простому смертному это не подвластно. А у вас тут комбинация очень хорошая. С одной стороны, вы действительно очень умный человек, и голова у вас светлая. А с другой стороны, вот именно шанс, да, вот удачное стечение обстоятельств идет. Просто замечательно, феерично, я бы сказала. Так, следующий момент. Шанс развернуть ситуацию вспять. Ситуация, скорее всего, связана с взаимоотношениями. Смотрите, взаимоотношения, опять же, разные. У кого-то любовная тематика отыграется, у кого-то, допустим, деловая активность. Если мы говорим про любовную тематику, то, возможно, ваш партнер не совсем понимает, с кем он вместе живет, да, либо с кем он встречается, кого он полюбил и кто полюбил его. Может быть, как-то вас недооценивает, может быть, как-то ущемляет в ваших правах вас. Да? То есть какие-то терки между вами. Вам удастся развернуть ваши взаимоотношения именно в то русло, которое приятно и ожидаемо вами. То есть человек, если грубо говоря, да, вот взять метафору, будет есть из ваших рук. Вот настолько будет вам верить, настолько будет доверять, настолько будет к вам расположен, настолько будет открыт в вашу сторону, что будет есть с ваших рук. Если мы говорим про какие-то деловые связи, например, на работе, может быть, вас там не ценили, недооценивали, как-то относились поверхностно к вам, да? То есть такое бывает, то здесь я вижу, что вы можете всем и все доказать, причем особо не напрягаясь. Опять же, да, кто-то не вышел, заболел, уволился, и объем работы, который некому выполнять. А вы тут такая приходите крутая, да, либо крутой, и вот на одном пальце раз и все раскрутили. И, конечно же, ваши начальники просто молиться на вас будут. Просто вы гений, гений чистой воды. Да, то есть такое вот признание идет, уважение, почет.
не знаю, премию могут выписать, там, грамоту почетную, ну, у кого как отыграется. Но вам не это надо. Вам нужно именно отношение, вот правильное отношение к вам, вот достойное вас, вашей персоны. И вы это получите. Здесь шанс, ну, он уже у вас в кармане. Так, левая сторона. В левой стороне у меня какой-то человек, человек, который привык быть таким перфекционистом. Впереди планеты всей. Я номер один, а все остальные, ну, типа грязь, какашки. Человек, который может быть рядом с вами, либо человек, который может как-то очень сильно влиять на вашу жизнь, влиять на вас. И этот человек очень осложняет вашу жизнь. Я бы даже сказала, пытается вас подавлять, либо от чего-то ограничивать. Опять же, у каждого по-своему отыграется. Но я думаю, что вы догадались, о ком я говорю. Вот это единичка просто, да, эгоист высшей степени, такой эгоцентрист, я бы даже сказала. Это может быть и мужчина, и женщина, кстати. Здесь появится шанс вырваться из крепких вот этих, не знаю, объятий, лап этого человека. Шанс вырваться. У вас будет дорога, у вас открытый путь. И еще, скорее всего, как поддержка со стороны какого-то другого человека. Да, вот вы можете вырваться. Ну, допустим, очень строгие родители. Вам уже 40 лет, они все равно доминируют и вами управляют. Там, мама либо папа. Да, шанс куда-то уехать, переехать, разъехаться в конце-то концов, зажить своей жизнью. У кого-то отыграется, например, ваш супруг либо ваша супруга, которые тоже, вот знаете, такие самовлюбленные личности. И, допустим, постоянно под вашим контролем, да, там, где была, где находишься, могут там всякие эти, как прослушки ставить, да, там эти навигаторы, как они там, которые определяют, где вы находитесь, диктовать вам, что одевать, с кем общаться, где бывать, да, то есть прям какая-то гиперопека и еще и принуждение, да, появится шанс вырваться, обрести свою свободу. И это прекрасно, мои хорошие. Таким шансом нужно обязательно воспользоваться. Либо если вы, например, сейчас в каких-то отношениях, которые вас полностью изничтожают, полностью вас подавляют, и человек вот тотально контролирует вашу жизнь, и вы хотите уйти от этого человека, избавиться от этого человека, то вот он шанс, вот он выход, причем вам еще и помогают. Обязательно выходите, потому что дальше будет хуже. С возрастом этот человек вообще с катушек может слететь. Поэтому от греха подальше выходите, пока не поздно. Выйдите, любите, потом договоритесь, да, уже на ваших условиях договоритесь. Хотя этому человеку явно нужно лечиться. Без хорошего, ну, психиатр, наверное, нет, психотерапевт. Вот, да, психотерапевта тут не разберешься. Да. Ну, так и поставите условия. Хочешь, чтобы мы были вместе, иди лечись. Иди лечись, и когда твой лечащий врач скажет, что ок, да, ты пролечился, либо пролечилась от этой паранойи дикой, тогда мы уже с тобой поговорим. Да, то есть вы уже будете диктовать свои условия. Так, идем дальше. Здесь у меня кто-то сидит на свинке. Это даже не свинка, а такой кабанчик, лесной кабанчик. На самом деле это хороший знак. Если свинка, то свинство, а кабанчик это к добру, это к приобретению каких-то нужных, важных, ценных вещей, не знаю, для комфорта, для удобства, в ваш дом. Такой именно кабанчик вышел. И вы, смотрите, вы как погонщик этого кабанчика. Может быть, вы сейчас что-то хотите приобрести. Ну, кто-то хочет приобрести новый телефон, кто-то телевизор, кто-то, может быть, там печь, там, микроволновую, может быть, аэрогриль, я не знаю, разные вещи могут быть. Кто-то что-то подороже хочет приобрести. Вы об этом думаете, может быть, вы в поиске находитесь. У вас будет шанс через, скорее всего, интернет, потому что здесь провода вышли, да, найти вещь очень классную, очень стоящую, качественную, но по очень хорошей цене. Вот, как бы вам понравится. И вы сразу скажете, все, беру, я это беру. И вы будете покупать. Но это хороший знак. Но по кабанчику прибудет ваш дом. 100% прибудет. Так, еще шанс узнать информацию о каком-то человеке, который пропал. Пропал, исчез, не знаю, не пишет, не звонит, уехал и ни слуху, ни духу. Да?
человек, за которого вы переживаете, о котором вы постоянно думаете. Ну, кто-то более думает, да, часто, например, это близкий человек, и связь оборвалась, и вы прям переживаете, там, слезы льете. А кто-то менее думает, просто какой-то знакомый, знакомая, да, вы общались, человек уехал, и все, он не выходит на связь. Смотрите, здесь вы узнаете информацию, причем либо конкретно от этого человека, либо от кого-то, кто близко с этим человеком общается, знаком. Информация вас успокоит. То есть вы поймете, что не все так плохо. Человек, например, счастлив, живет своей жизнью, очень доволен, занимается своими делами. И типа некогда общаться с бывшими друзьями, подругами. Если это ваш близкий человек, с человеком все хорошо, жив-здоров, да, работает, там, занимается, учится, ну, кого как отыграется. Ну, вы успокоитесь, прям полегчает на душе. Так, еще шанс где-то побывать, либо куда-то съездить. Вы тут просто на ковре-самолете летите. Может быть, самолет, а может быть, очень быстро вы доедете, либо быстро соберетесь в эту дорогу, а может быть, все вместе. Очень быстро собираетесь, летите на самолете и очень быстро прилетаете. Здесь как выпадет шанс куда-то съездить, посмотреть новые какие-то виды, локации. Ну а кому-то отдых идет. Правда, недолго, но очень, очень круто. Так, еще шанс. Шанс на какое-то важное знакомство вышел. Это, сразу говорю, не про любовь. Здесь просто человек такой крутой. Может быть, у вас какая-то ситуация, какая-то проблема, и вам нужна помощь, а вы не знаете, кому податься, кому пойти. Может быть, даже кому-то ходили, а вам отказали, даже слушать вас не стали. А тут вы каким-то случайным образом, да, познакомитесь либо через кого-то, либо благодаря кому-то, либо, знаете, там, через третьи руки, ну, у кого как отыграется, да, познакомитесь с очень крутецким человеком, который будет вам помогать, причем человек будет на вашей стороне, и, я так понимаю, даже особо денег не возьмет с вас. Знаете, как по доброте душевной вам поможет. Очень, кстати, вас поддержит этот человек. Ну, это хороший знак на самом деле. Вот особенно кому нужна помощь, кому нужна защита, кому нужна поддержка. Это очень хороший знак. Так, и еще важный момент – это шанс на то, чтобы избавиться от какой-то вредной привычки. Вредная привычка, вредное пристрастие, что-то губительное, что-то неполезное и что-то влияющее на ваше здоровье. Вы от этого сможете избавиться, причем каким-то путем, либо научным, либо медикаментозным. Как бы там ни было, это будет легко. Ну, вернее, легче, чем вы, например, себе думаете и представляете. Может быть, вы и не отказываетесь от этой вредной привычки, потому что это просто невозможно. Потому что это выглядит как насилие над собой. И вы думаете, ну нет, ну жизнь не одна, зачем себя мучить, да? Здесь какой-то выход появится, какое-то предложение, либо какое-то новое знание. Опять же, да, научный путь, либо медикаменты, которые вам помогут без особого напряга, без каких-то особых страданий избавиться от очень вредной привычки, которая вам мешает. Так, шанс на какой-то документ. Может быть, экзамен сдать, может быть, куда-то поступить, может быть, защитить диплом, может быть, получить водительские права, да? Может быть, какую-то корочку получить, какой-то сертификат получить. У вас выпадет шанс. Причем сначала вы вроде как за чем-то одним идете, а потом остаетесь на второй круг. То есть будете либо повышать градус, ну не градус, да, скорее всего, если это какая-то лицензия, какая-то корочка, да, вы будете там разряд повышать, либо допуск повышать. Если мы говорим про экзамены, то, возможно, как квалификацию повышать. Да, сдали один экзамен, следующий сдаете. Причем очень удачно будете сдавать. Ну, в студенческие годы было такое понятие шары. Вот у вас даже не шанс здесь, а именно шара идет, да, без особого труда, без особого там заучивания, без каких-то там бессонных ночей. Вы как-то легко готовитесь, легко сдаете, легко получаете эти документы, корочки, вот что вы будете получать. Это замечательно, мои хорошие. Не все же нам таким тяжелым трудом добывать. Иногда можно
позволить Ишаре прилететь в нашу жизнь. Мои милые, на этом все. Берегите, пожалуйста, себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.